Знакомство с деятельностью спецназа началось с построения, на котором старший инструктор служебно-боевой подготовки спецназа Мосур Гагиев коротко рассказал ребятам историю установления отдела специального назначения ОФСИН. Также участие в торжественном мероприятии приняли ветераны уголовно-исполнительной системы Республики Ингушетия. Председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Аслан Плиев поздравил сотрудников с профессиональным праздником, а также обратился с напутственными словами к юноармейцам. ياخذ لحمه والله ده ياخذ شو هذا بيحتاج بير واقع وصغار خذ ده زنان زياخر دير وش زيش زياخر دير صغار خذ اسحم شو غدوي تدو شيء فتها وبلخاتها واش لين بوج بلاقاتها ده ياخذ واخر شو بي مصريه قسم منزل. Бойцы спецназа ребятам показали все виды оружия и спецсредства, состоящие на вооружении отдела, ознакомили присутствующих с тактико-техническими данными каждой единицы вооружения. Затем для юных гостей организовали яркое показательное выступление с демонстрацией боевых навыков и профессионального мастерства. По сценарию мероприятия бойцы отдела специального назначения «Ангушт» продемонстрировали тактику задержания условных преступников. Для юноармейцев эта часть мероприятия была полной неожиданностью. В выступлении были использованы шумовые эффекты, имитирующие взрывы и стрельбу из автоматов, которые вызвали у зрителей настоящий восторг. Также спецназовцы дали возможность гостям поближе посмотреть на технику и проехаться на территории учреждения на бронеавтомобиле «Выстрел». Целью сегодняшнего мероприятия в первую очередь является патриотическое воспитание нашей молодежи. Также мероприятие носит показательный характер деятельности отдела специального назначения ОФСИН. Считаю, что для ребят сотрудники отдела специального назначения являются большим примером для подражания, так как многие из них становились неоднократными призерами и победителями различных всероссийских международных соревнований. Среди них имеются как мастера спорта, так и мастера международного класса. Надеюсь, что в будущем ребята свяжут свою жизнь с военной службой, будут нести ее достойно на благо нашей страны и республики.